Меня на улице ловили, я шел с магазина, мне повестку. Сказали за полчаса до пересечения границы. Prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang masih hidup semakin banyak yang menyerah di wilayah Kursk. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 6 September 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momen interogasi antara tentara Rusia dengan para tahanan dari militer Ukraina. Salah satu di antara mereka, Andrei Anisimov, menceritakan bahwa militer Ukraina yang menolak melakukan serangan di desa Rusia langsung ditembak mati oleh para komandan mereka. Unit mereka diperintahkan untuk tidak melakukan kontak dengan penduduk setempat, dan mereka yang melawan diperintahkan untuk ditembak di tempat. Anisimov mendapat kecaman dari tentara Rusia, terluka dan berserakan dengan mayat rekan-rekannya. Militer Rusia mengeluarkannya, memberikan pertolongan pertama dan menawarinya makanan dan air. Mereka yang menyerah di dekat Sutsa juga mengimbau masyarakatnya untuk tidak berperang dan mengatakan bahwa mereka diperlakukan secara manusiawi oleh tentara Rusia. Mereka juga menyebut orang-orang di angkatan bersenjata Ukraina yang melakukan penyiksaan terhadap personel militer Rusia yang ditangkap sebagai bukan manusia. Сказали за полчаса до пересечения границы. Мы изначально стояли на берегу Днепра, на Каховском водохранилище практически год. Нас вывели нас на ротацию, мы думали, что вывели нас на ротацию в Черниговскую область, на границу. Оттуда нас перебросили в Сумскую область, сказали, что сейчас нас забирают уже 22-я. И в одно видео, получается, танк стоял, но там была сбита гусеница, а в одном месте мы пересекали, было очень много спаленных казаков, то есть на перекрестке. Я даже не знаю сколько, как минимум 7, наверное, даже больше, потому что валялись вокруг запчасти. Я так думаю, что какие-то еще были разбиты. Нас вывезли на точку, когда вывозили, нас обстреляли, получается, нас выгрузили, 225-я закинула, села в казаки и уехала. Сказали, справа, слева, сзади заминировано, слева стоят наши, впереди смотреть, то есть чтобы контролировать мост. Должны были нас поменять вечером в этот же день, то есть собрать. Не приехали, на следующий день. Потом стянулись там со всех сторон, уже поняли, что это ваши. Вышел мужчина там, не стреляйте, не стреляйте, то есть он подошел к нам. Мы поговорили, сдаете, сдаемся. То есть мы сдались. Меня на улице ловили, я шел с магазина, мне повестку дали. И через день сказали явиться. Нам уже сказали, когда мы уже были на территории Российской Федерации. Нам сказали, нужно проехать через деревню и за деревней окопаться и сидеть в посадке. Нас туда послали как мясо, и все. Ничего не сказавшие, что мы будем возле границы с Российской Федерацией. Это все, что он сказал. То, что он знал, наверное, это точно, но он нам этого не говорил. Видно, боялся, чтобы мы не разбежались еще до этого. Там был один случай у нас. Одни отказались ехать на казаках, их переодели и расстреляли, свои же. С первой БМП остался я и водитель БМП. Нам там говорят, что в России плохо, пропаганда. А я увидел, что здесь неплохо. Нам говорили при контакт не вступать. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.